90-е годы были отмечены в взаимосвязях между кавказскими народами неким охлаждением. И когда первый раз мы представили этот вопрос, черкесский вопрос, вопрос черкесского геноцида, некоторые и многие спрашивали с удивлением, для чего это нам нужно. Признать действия Российской империи в конце 19-го, начале 20-х веков геноцидом черкесского народа. С такой просьбой к парламенту Грузии обратились авторы обращения. Они требуют объявить 21 мая днем геноцида черкесов. Сведения о Кавказской войне и дальнейшем изгнании черкесов из региона подтверждают геноцид этого народа царской властью. К такому выводу пришли эксперты в Тбилиси. Свой доклад они представили на заседании парламентского комитета по вопросам диаспоры. Вас не было, вы так ставите, так как будто если бы вас не было, а сейчас бы не было. Ладно, ты кабардинец. Смотри, в 2015 году кто признал геноцид черкесского адыгейского народа, кабардинского народа? Я отрицаю. На минутку, нет, на минутку. Ну, еще ты какой-то смесь про Грузию что-то говорит. Вы говорите как в таких случаях? Так говорите? Еще меряешь. А ну вон пошла! Вон отсюда пошла! Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня мне хотелось бы поднять тему, которую принято освещать немного в другом ключе. Говорить о ней довольно тяжело, потому что она касается геноцида целого народа. Геноцид – это намеренное уничтожение людей по признаку национальности. Геноцид признан преступлением против человечности на мировом уровне. И помимо того, что это всегда трагедия, говорить о которой тяжело, не каждый геноцид оказывается однозначно оценен и расследован. Пример, о котором я хочу поговорить сегодня – геноцид черкесского абхазо-адыгского народа. Как вы, наверное, знаете, российско-грузинские отношения остаются напряженными еще с 90-х годов. Война 2008 года довела противоречия между государствами до точки кипения. Тогда руководство Грузии решилось на шаг, последствия которого потенциально могли бы навредить России. Приближалась Олимпиада в Сочи 2014. В 2007 году уже было известно, что она пройдет именно в России. Этим и воспользовалось грузинское руководство. Оно призвало все мировое сообщество к бойкоту Олимпиады. Что выступило в качестве причины? Грузинская сторона выдвинула обвинение в сторону России в геноциде черкесского народа. Геноцид произошел в ходе войны на Кавказе в 1860-е годы. Перед тем, как перейти к более детальному анализу ситуации, обрисую ее кратко для тех, кто не в курсе исходных данных. Это позволит взглянуть на проблему сознанием дела и отделить правду от вымысла. Кавказская война 1817-1864 годов была самой длительной войной, в которой когда-либо участвовала Россия. Целью войны было создание безопасных путей сообщения между недавно вошедшей в состав Российской империи Закавказской Грузией, а также стремление прекратить постоянные набеги со стороны горских народов Северного Кавказа на Грузию. Одним из основных районов военных действий была именно Черкесия. Основной этап ее покорения пришелся на 1859-1864 годы. Коренное население этого региона, черкесы, мешало захвату территории, поэтому с ними поступали следующим образом. Часть населения была принудительно выселена в Османскую империю, часть же была убита, сожжена вместе со своими жилищами, истреблена при помощи оружия. Весь народ, по замыслу, должен быть либо выселен со своих исконных территорий, либо полностью истреблен в случае непокорности. По различным оценкам, на территории Османской империи было выселено от 200 до 400 тысяч черкесов. Точное количество убитых не поддается подсчетам. Именно эти данные позволили современному грузинскому правительству не только признать геноцид черкесов как свершившийся исторический факт, но и указать на однозначного виновника – Россию.
Но на самом деле выгода от этого решения не ограничивается современными политическими играми или солидарностью одного кавказского народа с другим. Все намного сложнее. Дело в том, что геноцид черкесов был выгоден грузинам еще до его свершения, и они принимали в нем самое прямое участие. Территории Грузии были присоединены к Российской империи еще в самом начале XIX века, с 1801 по 1804 годы. В это время Грузия добровольно вошла в состав России, чтобы получить у нее защиту от постоянных притеснений со стороны Турции и Ирана. Грузия всячески старалась воспользоваться выгодным положением под властью нового хозяина. И одна война была им совершенно точно выгодна. Речь идет о завершающем этапе войны на Кавказе. Грузины отчаянно нуждались в новых территориях. Кроме того, им было необходимо лояльное отношение российского правительства, помощь и поддержка от него. Именно поэтому грузины принимали активное участие в Кавказской войне на стороне России. Грузинское дворянство было главным проводником идей и интересов Российской империи на Кавказе. Сотни офицеров, грузин по национальности, несло военную службу в интересах России. Без сомнения, геноцидом черкесов занималась Российская империя. Но кто конкретно участвовал в боевых действиях, жег черкесские деревни, убивал непокорившееся население? Какое происхождение имело множество из этих людей? Они были грузинами. Именно грузины активнее всего принимали участие в освобождении Черкесии от исконного коренного абхазо-адыгского населения. Какие воинские формирования, состоящие из грузин, действовали во время Кавказской войны? Помимо Кавказского корпуса, в войне принимали участие такие грузинские воинские формирования, как Имеретинский полк, Мингрельский, Гурийский, грузинские батальоны и другие. Именно они принимали активнейшее непосредственное участие в ходе геноцида черкесского народа. Так, один только Мингрельский батальон в январе 1824 года сжег крупный черкесский аул, в результате чего более 1000 человек погибло на месте, 139 человек было взято в плен. Это результат действий лишь одного из множеств грузинских формирований, и произошло все это в считанные дни. Нетрудно догадаться, что остальные полки и батальоны, укомплектованные грузинскими воинами, также далеко не бездействовали, выполняя свою задачу – уничтожить коренное население Черкесии. Даже примерное количество жертв не поддается сколько-нибудь точной оценке, однако о трагических масштабах судить можно. В течение нескольких лет целый ряд грузинских формирований активно действовал, уничтожая абхазо-адыгов, сжигая их поселения, стирая все следы пребывания этого народа на родных местах. 9 июня 1864 года тифлисский глава местного дворянства Дмитрий Кипиани, являющийся грузином по национальности, обратился с приветственным поздравлением к российскому наместнику на Кавказе, великому князю Михаилу Николаевичу Романову. В своей речи он принес поздравления от имени всего грузинского дворянства с победой в Кавказской войне. Грузины всегда были главными проводниками российской политики на Кавказе. Именно они активно способствовали тому, что кавказские народы уничтожались, переселялись в чужие места и просто попадали под полную власть Российской империи. Для чего это было нужно грузинам? На самом деле, они имели от этого весьма большие выгоды. Самой главной целью активного участия грузин в выселении и уничтожении абхазо-адыгов были территории. Западный Кавказ отличается прекрасным климатом, плодородными по большей части почвами. Но вот незадача. Эти территории не так уж обширны по сравнению с количеством претендующих на их заселение людей. Какое в такой ситуации может быть решение? Для грузин оно было вполне однозначным, тем более в рамках той политической ситуации. Помочь Российской империи в переселении и уничтожении абхазо-адыгов означало заполучить в свое безраздельное пользование обширные территории. Зачем жить в тесноте, если можно приобрести намного больше пространства?
И требовалось для этого приобретения не что-то непосильное. Нужно было всего лишь воевать и активно проводить интересы империи. Волновало ли грузин в тот момент мнимое единство всех кавказских народов, о котором говорит современное правительство Грузии, напирая на факт геноцида? Я думаю, что нет. После выселения абхазо-адыгов в Турцию, это явление в истории носит название мухаджирства, на почти опустевшие земли Абхазии, не без помощи России, стали заселять грузинское население, преимущественно мигрельское. То есть цель получить чужую территорию грузины фактически добились. Кроме того, грузины время от времени подвергались нападениям со стороны кавказских народов. Мирного сосуществования у них не было никогда. Избавиться от потенциальных противников, да еще и заполучить их опустившие земли себе, чем это плохо? А в довершении всего, лояльность правительства Российской империи могла сказаться на уровне жизни грузин еще лучшим образом. Предводители военных формирований щедро награждались. Правительство империи всячески поддерживало свои присоединенные территории. Именно эти выгоды и принимали в расчет грузины, когда активно воевали на стороне империи. Участие в параде победы в грузинских формирований как нельзя лучше характеризует итоги этой войны. Забегая немного вперед, в начало 20 века, мною будет упомянуто событие, о котором грузинские историки говорить не очень-то и любят, а именно вооруженный захват территории побережья Краснодарского края, который носит название в истории как Сочинский конфликт. В 1918 году грузинское руководство, заручившись поддержкой Германии и воспользовавшись ослаблением России, предприняло попытку вооруженного захвата территории Черноморского побережья Краснодарского края, мотивируя это тем, что эти земли когда-то принадлежали Грузии во времена Давида Строителя и царицы Тамары. Насколько это убеждение грузинских историков верно, я не знаю. Скорее всего, это очередной фейк. Но я считаю, что с царицей Тамарой они явно погорячились. Нужно было еще вспомнить загрузинские территории времен Палеолита. Это примерно около 2 миллионов лет назад. Их даже не смутил тот факт, что вся топонимика Черноморского побережья Краснодарского края абсолютно никакого отношения к грузинам как таковым не имеет. Такие города, как Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик и другие, эти все названия полностью имеют абхазо-адыгское происхождение. Так с какой совестью Грузия предъявила территориальные претензии на эти земли? И даже сегодня встречаются «умники» в кавычках из числа грузин, которые по-прежнему заявляют, что нынешнее побережье Краснодарского края является исконно грузинской территорией. Как вернуть Абхазию, Самочавлу, Сочи, Лазику? Кутайси может быть столицей. Однако воинственности у грузин на чужие земли хватило ненадолго. Сочинский вопрос был решен в 1919 году, когда отряд армии Деникина почти без боя захватил в плен около 700 грузинских солдат и 50 офицеров, которые все были полностью обучены германскими военными. Но это все было уже чуть позже, в первой половине 20 века. Теперь вернемся к современному состоянию вопроса. Итак, правительство Грузии, давно уже получившее государственность и независимость, опять-таки благодаря России, обвиняет эту самую Россию в геноциде черкесов и требует для нее санкций на международном уровне за это злодеяние. Не начинает ли это выглядеть абсурдно и странно для тех, кто знает всю картину, видит всю ситуацию в целом? Я думаю, что начинает. Ведь современные грузины – потомки тех самых людей, которые активно участвовали в Кавказской войне на стороне Российской империи, напрямую принимали участие в геноциде, уничтожении и переселении абхазо-адыгов. А теперь они обвиняют в этом Россию. Это обвинение исходит именно от грузин, тех людей, которые получили большие выгоды от событий той войны.
В середине 19 века именно грузинам было очень выгодно, что черкесы, убыхи и родственные им абхазы были выселены за пределы своего исконного места проживания. Большая их часть была уничтожена, их жилища были сожжены, жизнью полностью разрушены. Ведь переселенный в чужие места народ, оторванный от своих корней, начинает жить непростой жизнью, фактически выстраивая ее с нуля, лишенный всего, что составляло основу его существования. И в те времена ничто из этого не было для грузин аргументом. Они хотели избавиться от нападений, зажить спокойной жизнью, заполучить себе удачно расположенные территории, заселить их и жить, нисколько не думая о том, что эти пространства когда-то принадлежали совсем другому народу. Им не казалось несправедливым или нечестным такое положение дел. А в 21 веке грузины обвиняют во всех произошедших событиях современную Россию, полностью умалчивая о том, чьими руками воплощались те решения. Кто жег черкесские аулы? Кто активно помогал выселять десятки и сотни тысяч людей в другое государство со своих постоянных мест жительства? Кем были военные, офицеры и солдаты, руками которых был совершен геноцид черкесов? Насколько правомерно говорить о каком-либо кавказском единстве сейчас, когда с тех событий прошло лишь 1,5 века, а их отголоски слышны до сих пор, и эта тема остается актуальной не только как вопрос истории, но и как политическая проблема. Я думаю, что даже такой краткий экскурс в историю делает ответ на этот вопрос полностью очевидным, как и на вопрос о том, насколько правомерно прозвучало обвинение в этом самом геноциде из уст именно грузинской стороны. Думающим людям остается только сделать собственные выводы из этой ситуации. Всем спасибо за просмотр, а с вами был я, Алан Айларти. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео.